И снова отправляемся сегодня в верховье реки Ижмы, красивейшей реки во всем своем протяжении. Она не широкая, быстрая и каменистая, похожая на горную речку в своих верховьях, широкая и полноводная в своем устье, в месте впадения в самую могучую реку европейского севера Печору. Эти места давно манили желающих найти свой рай земной, изобилием дичи в лесах и рыбы в реках, но первые переселенцы с низовья Ижмы и верховья Вычегды появились здесь только в начале XIX века. Итак, деревня Крутая. Считается, что основана она в середине XIX века, но, по-видимому, появилась несколько раньше остальных поселений. Расположена деревня в месте крутого изгиба реки, недалеко от устья речки Крутоёль, что, по-видимому, и явилась причиной такого названия деревни. Известный купец-промышленник, исследователь русского севера, Василий Николаевич Латкин в одном из своих путешествий посетил эти места. Маршрут его экспедиции от низовья реки Печора на Вычегду в сентябре 1843 года пролегал всего в нескольких километрах от деревни Крутая. Он заночевал в соседней деревне Роздино и далее проследовал по притоку Ижмы-Черижемская и через Волок на Червичегодскую. В своем дневнике он захватывающе описывает свое путешествие по здешним девственным лесам и рекам. Вот что он пишет про жителей деревни Роздин, теперешнее название Изваиль. Деревня Роздин на правом берегу Ижмы состоит из 4 домов. Поселение это основано не больше как 5 или 6 лет. Жители Роздина переселились сюда с берегов Вычегды из деревни Вольдино и живут довольно хорошо. Занимаются скотоводством, ловят в барах много тетеревов, стреляют белку. Для них нет в том неудобств, что далеко от погоста, что кругом их пустыня. Для их счастья немного нужно, было бы в избе тепло, был бы кусок хлеба. Скот в загоне да подать была бы оплачена, и они счастливы в этой глуши. В 1919-1920 годах здешние места не обошла гражданская война, и жители познали все тяготы, лишения и несправедливость этой войны, когда брат шел против брата, а сын против своего отца. Много горя она всем принесла. Наступили 30-е годы 20 века. Деревня Крутая продолжала участвовать в историческом водовороте событий. В верховьях Ижмы были открыты газовые месторождения. В 1935 году из скважины номер 39 вблизи деревни Крутая забил мощнейший газовый фонтан. В 1936 году Совет труда и обороны СССР поставил вопрос о промышленной эксплуатации газового месторождения. В 1,5 километрах от деревни был построен одноименный с деревней поселок, ныне это поселок Верхнеижемский. Был организован крутянский газовый промысел, подчинявшийся УТ-Ижемстрою НКВД СССР. Основной рабочей силой при освоении месторождений нефти и газа являлись заключенные. В поселке Крутая был создан лагпункт номер 17, где разместили до 2000 человек. Одновременно создали управление Верхнеижемского лагеря. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Государственный комитет обороны СССР принимает решение, из Северного Кавказа эвакуирует уникальный Майкопский сажевый завод, на основе которого был открыт Крутянский сажевый завод, где в ноябре 1941 года получена опытная партия канальной сажи, а в ноябре 1943 года, с пуском последней 5-й установки, завод вступил в промышленную эксплуатацию. Он обеспечил производство свыше половины всей технологической сажи, вырабатываемой в Советском Союзе.
Этот продукт был необходим для изготовления резинотехнических изделий, без которых не могли обойтись ни автотранспорт, ни авиация, ни многие другие отрасли промышленности. Наступили мирные послевоенные годы с бурным развитием промышленности и ростом уровня жизни, как жителей поселка, так и деревни. ГУЛАГи ушли в прошлое, и вроде бы ничего не предвещало о развале СССР и грядущих 90-х годах. Сегодня здесь нет газовой промышленности. В поселке осталось около 600 жителей из 1500 проживавших в 1979 году, а деревня Крутая упразднена в 2008 году и вычеркнута из всех списков. Но вы можете полюбоваться истинной красотой здешней природы и даже деревней, в окнах домов которой по-прежнему отражаются речка, луга и таежные просторы за ними. Глядя на деревню, невозможно представить, какие трагические события происходили в этих местах. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.